5000 своих родственников, вплоть до 11-го колена. Мы хотим познакомить вас с творческой династией, в которой из поколения в поколение передается любовь к творчеству, музыке и родине. Итак, я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену художественного руководителя филармонического музыкально-литературного лектория Татарской государственной филармонии имени Тукая, оперного певца, народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Владимир, эти аплодисменты вам, дорогой, пожалуйста. Біздің малайымыз Сұлтан келіп шықты. Рахмет, Сұлтан. Бұл миңа бір китапны алып шықты. Білмеймін, енді мында татарлар да бар, руслар да бар. Барысы да аңлар үшін, чтобы все понимали, я буду все-таки рассказывать на русском языке. Сегодня мы собрались на празднике родословной. Конечно, за 2 минуты, которые мне дали рассказать о своем труде, который я написал, это книга «Моя семья». Я ее писал 20 лет. Здесь я составил книгу о своих родословных около 5000 родственников до 11-го колена. Представьте, я знаю 8 юродных своих братьев и сестер, которые живы, здоровы, и мы с ними общаемся. Запишите данные своих родителей только по документам. Может быть, если документов нет, понаслышке. Потом подойдите к ныне живущим родственникам, которые
оставили в памяти имена, даты рождения, где они родились, с каких районов. Все это записывайте. Ничего лишнего не может быть. Потом это когда-нибудь пригодится. Но самое главное, когда вы дойдете до 4-го, до 5-го, до 6-го колена, там пойдет путаница. Почему? Потому что все раньше жили в деревнях. И в одной деревне тоже есть Иван, есть Гайляжей, и все одни и те же имена раньше давали. И вот путаница пойдет. И вы должны обязательно не навредить, обязательно найти правильную ниточку к своим предкам. Так вот, я знаю своих, так скажем, имена своих родственников по архивным документам вплоть до Петра I. Это где-то 1690-е годы. Дальше очень сложно идти. Но хотя бы я каждому из вас желаю найти вот хотя бы столько родственников, сколько я нашел. Вы знаете, сегодня 11 июля. Я вам хочу рассказать один очень интересный случай. Мои оба дедушки ушли на фронт Великой Отечественной войны. Моей маме тогда было 1 год всего. Его супруга жила с ним 6 лет, и, видимо, тогда было неважно даже, когда они родились. Вы же знаете, как раньше люди рождались и говорили, вот он родился примерно в тот праздник. По праздникам они жили. А дату рождения для нас сейчас стало важно. Для советского человека, для российского человека. Так вот, сегодня 11 июля. Мои родители не знали дня рождения своих отцов, потому что те ушли на фронт Великой Отечественной войны. Со временем связь потерялась. Они не знали и до этого, скорее всего, и потом не знали. Так вот, я в архивах в один из прекрасных дней, я 20 лет работал в архивах, и в один из прекрасных дней, я еще тогда не знал день рождения своего дедушки, 11 июля, как и сегодня 11 июля, я пришел в архив, взял очередную книгу, и 11 июля у моего дедушки оказался день рождения. И вы знаете, я вот так сидел с архивным документом и говорил, ну что, дедушка, с днем рождения. И вот сегодня у него день рождения. У нас есть такая поговорка, «Ульганнарын кабырын біль, исяннарның қадырын біль». Вот переведу на русский язык. Те, кто умерли, мы должны их знать могилу и должны знать имена и даты рождения, откуда наших предков, а родных, живущих, мы должны любить, уважать. Я обещал спеть еще одну мою любимую песню. «Я люблю тебя, жизнь». Давайте вместе споем. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано шире земли и равнина морская. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. Да
все получится. Спасибо. Владимир, дорогой, выходи еще раз сюда, выходи. Ты слышишь, как тебе громко аплодируют все наши гости? Бигзур Рахмат, держи книгу, я ее посмотрел, это просто огромный труд, мне кажется. Спасибо, да. Минадо Пародом я посмотрел, там, вы знаете, это вот, давай мы просто даже странички откроем, да? Вы посмотрите, здесь вот не просто нарисовал дерево и пошло-поехало. Здесь имена, вот смотрите, здесь очень много имен. Василий, Наталья, Мария, Михаил, Григорий, Софья Дементьевна, Павел, это же надо найти. И Владимир Васильев. Ты молодец, тебе аплодисменты, спасибо. Возьми, пожалуйста, благодарим тебя, спасибо, что ты с нами. Пожалуйста, это подарки тебе. И благодарим тебя за напоминание, за вот совет, как найти то, что ты сказал, то, что открывайте, пишите свои книги. Бигзур Рахмат. А я хочу поблагодарить организаторов этого праздника. Действительно, очень важный праздник, который всем нам поможет найти свои корни. Спасибо вам! Спасибо. Спасибо.